Компания Барки Точек призывает население экономить электроэнергию. В некоторых регионах страны местные энергосети перешли от призыва к реальным мерам сбережения электроэнергии. Например, в Худжанде жители получили сообщение, в котором местные сети призвали их экономно использовать электричество и пригрозили отключить свет в случае превышения допустимой нагрузки без уведомления потребителей. В других регионах со второй декады октября действует строгий режим ограничения. Электричество утром подается с 5 до 8, вечером с 16 до 22 часов. На днях пресс-секретарь компании Барки Точек Назир Джон Йодгари заявил агентству Ховар, что в сезон холодов экономия электричества для Таджикистана очень важна. Почему? Например, до 90-х годов население страны в год потребляло 1 миллиард киловатт-час, а в настоящее время – 2 миллиарда 100 миллионов киловатт-час, то есть использование электроэнергии в год в среднем увеличилось на 10%, а в зимний период – на 45%. Раньше таких существенных проблем с нехваткой электроэнергии не было. По его мнению, каждые 12-13 лет наступает цикл маловодья. С прошлого года у нас начался такой цикл. Чтобы как-то решить проблему, следует начать с рационального использования электроэнергии. Если мы не сделаем этого, то в будущем будут уже более глобальные проблемы. Если в 90-е годы население страны в день использовало от 1 до 3 киловатт-час электроэнергии, то сегодня каждый абонент использует почти 20 киловатт-час электроэнергии. Это связано с тем, что в Таджикистане нет природного газа, люди пользуются разной техникой, которая работает от электричества, отметил Йодгари. Он также добавил, что если каждый абонент ежедневно будет экономить 2 киловатт-час энергии, то за сутки 1,5 миллиона абонентов сэкономит 3 200 000 киловатт-час. Этим количеством энергии можно обеспечить города Бухтар, Куляб или Худжанд на сутки, сказал он. Однако, жители регионов говорят, что экономят электричество и без предупреждения Барки Точек, так как электроэнергия стоит дорого. Использовать дорогостоящую бытовую технику могут себе позволить немногие. У бедных слоев населения нет микроволновки, термикса, стиральной машины, обогревательной печи и кондиционеров, а иногда и холодильника, которые потребляют большое количество электроэнергии. 4 лампочки, телевизор, плитка или электрический чайник – вот основной набор наших электроприборов, говорит учитель сельской школы Гайрат Махмуд Хаджаев из района Рудаки. А такие семьи, как моя, составляют большую часть населения. По словам жительницы Худжанда Саадат Салибаевой, члены их семьи зимой живут практически в одной комнате квартиры в многоэтажном доме, поэтому не потребляют слишком много электроэнергии. При этом она отметила, что экономить электричество их заставляет дороговизна электроэнергии. Мы пользуемся электричеством, у нас нет выбора. Или нам жить в холодном доме. Сейчас повсюду пандемия. Один человек дома заболеет, все заболеют. Мы экономно расходуем электроэнергию в соответствии с нашими финансовыми условиями. При этом своевременно оплачиваем счета за свет, разве мы не имеем права использовать его, спрашивает она. Житель Шахритузского района Акмал Солихбоев в телефонной беседе задался вопросом, как можно экономить на свете, когда его дают 6-7 часов в сутки. Ограничения – это и есть экономия, убежден он. В Союзе потребителей Таджикистана тоже прокомментировали действия Барки Точек по поводу отключения электричества в случае превышения допустимой нагрузки без уведомления абонентов. Свой комментарий по этому поводу дал юрист Союза Фаридун Шенбеков. Вопрос ограничения на использование электроэнергии потребителями четко определен законодательством Таджикистана. К примеру, в части 3 статьи 571 Гражданского кодекса Республики Таджикистан установлено, что в случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве. Из вышеизложенного следует, что если электроэнергия используется потребителем для удовлетворения личных семейных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью и получением доходов, то этот человек имеет право использовать столько электроэнергии, сколько ему необходимо.
В тексте статьи прямо приводится фраза «он вправе использовать», что означает, что государство гарантирует гражданину использование электроэнергии в необходимом ему объеме. Отсюда вывод. Установление ограничений в объеме использования электроэнергии бытовым потребителям не имеет законную силу. При этом Шенбеков отметил, что согласно правилам пользования электрической энергией, которые действуют с 1998 года, компания имеет право прекратить полностью или частично подачу электрической энергии абоненту в случае превышения установленных лимитов потребления электроэнергии мощности или нарушения установленного режима потребления. Однако, в Союзе потребителей Таджикистана говорят, что эти правила устарели и противоречат Гражданскому кодексу, поэтому не имеют законную силу. А новые правила, разработанные несколько лет назад, до сих пор не приняты, сказали в Союзе.